Рахмат, Нурлан Асанбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. На самом деле, то, что Камила Абдразаковна здесь сейчас кричит и говорит, есть место быть, да? Доктор Шершеевна, на самом деле, вот в прошлом году вы нам обещали решить вопросы книг. Но, как мы видим, вопрос до сих пор не решенный. Доктор Шершеевна, у меня еще такой вопрос к вам, да? После того, как я озвучила на комитете, что были уволены, уволились 40 учителей из 69-й школы, со стороны Министерства образования, со стороны Департамента образования, во все возможные СМИ комментируете мои цитаты, что, оказывается, я неправильно говорю, что, оказывается, уволились не 40 учителей, а это, оказывается, руководители, как вы сказали, руководители кружковых работ. Вот исходя из этого у меня такой вопрос, доктор Шершеевна. Озвучьте, пожалуйста, какой статус у этих руководителей, которые преподавали в школе? По поводу учебников. Я в прошлом году сказала о том, что в рамках утвержденного бюджета ни одна копейка не будет возвращена, и все на эти суммы будут выпущены книги, выпустили. А для того, чтобы полностью покрыть потребность учебников, мы уже говорили, 8 миллиардов и 700 миллионов сумм надо. На следующий год уже выделяется 1 миллиард 500 миллионов сомов. Кроме того, по поводу учителей. Вот сидит департамент города Бишкека, она может дать конкретный ответ, потому что за обеспечение учебного процесса персонально отвечает мэрия и город Бишкек, потому что они нанимают учителей. Здесь не было ущемлена базисный учебный план. Нет, доктор Шершеевна, вопрос сейчас стоит в другом. Кружковая работа была в одной школе, 40 единиц было взято. И параллельно ведут. Вы мне скажите, пожалуйста, вот эти вот руководители кружковых работ в каком статусе зарплату получали и на какой у них статус? У них статус охранника, либо технички, либо это привлеченные эксперты. Вы понимаете, что вы сейчас своими комментариями людей вводите в заблуждение, якобы, что я с большой трибуны говорю непроверенную, недостоверную информацию. Вот поэтому я сейчас хочу уточнить. Вот хочу услышать с ваших уст, какой у них статус? Это кружковая Остановите время, пожалуйста. Для кружковой работы могут привлекаться не педагоги тоже. Доктор Шершеевна, я со вчерашнего дня уже собрала все соответствующие документы и выяснила, что они получают зарплату и преподают на основании этих всех документов как статус учителя. И, пожалуйста, не надо вот, как говорится, на моем фоне прикрывать все свои, как говорится, погрешности. У них статус учителей. Я правильно говорю. Вы в прошлый раз тоже, когда я озвучила вопрос 26-й школы, тоже комментарии давали. Я тогда хорошо сказала, глаза закрыла и промолчала. Но не надо сейчас делать это и вводить наших граждан о том, что я неправильную информацию даю. Вы примите тот факт, что действительно есть этот факт, что увольняются учителя со школы, что они уходят в частные классы, школы точнее. Разрешите подробную информацию пусть дать начальник департамента города Бишкека. Хорошо? Аида Исатбековна, дело в том, что руководители кружковой работы, они не пользуются статусом учителя, они действительно идут отдельная категория, и они не увольняются, и они были сокращены, так как в базисном плане, календарном, учебном, у нас нет этих часов, соответственно, если нет часов, эта ставка не сохраняется. Поэтому здесь просто нужно правильно объяснить, что да, они были уволены. Виктория Андреевна, вопрос сейчас не в этом стоит. Вопрос сейчас идет о моей чести. Ваш департамент образования при мэрии заявляет открыто, что я даю недостоверную информацию. Вы мне сейчас озвучите, это же статус учителей? Это они не имеют статус учителя, они так и называются, отдельная у них категория руководитель кружковой работы. Они не увольняются, мы были вынуждены их сократить, так как в базисном плане. Вы знаете, мне так сейчас жалко за наших учителей. Вы сейчас сидите и прикрываете, да, как говорится, свои оплошности за счет этих учителей и за счет меня. Как это у них нету статуса? Они же зарплату уже получают в статусе учителя. Идет, как говорится, начисляется зарплата в статусе учителя. Принимается на работу тоже в статусе учителя.
У них отдельная категория, как кружковая работа. У нас также работают и в центрах детского творчества. Они также через департамент образования получают заработную плату, но они не являются учителями. Это относится к категории Аида Исатбековна, я дополнительного хотел бы образования. добавить, мы принимаем ваши замечания. Я хочу сказать, что по сути вы правы в плане того, что эти 40 человек, они были сокращены и уволены. Так.